Турнир по карате прошел в Сухуми в честь 76-летия Великой Победы. Более 120 спортсменов из разных городов и сел Абхазии, а также Сочи собрались в специально оборудованном зале на территории санатория МВО. Организовали соревнования представительство Россотрудничества в Абхазии и Федерация карате Фудокан Республики. По словам ее главы, тренера Сергея Демьянова, за год пандемии спортсмены соскучились по турнирам и с удовольствием собрались здесь. Такое количество участников не случайно. Действительно, люди соскучились по спортивным мероприятиям, они нужны, необходимы. А сегодня еще и большой праздник. Турнир поддержали много клубов, направлений карате, школ. У нас здесь представители и школы Ситарю сегодня, и школы Сетакан, и школы карате на Мичи, и Фудокан. Площадку сделали полуоткрытой, как того требуют антиковидные меры. Организаторы постарались соблюсти все эпидемиологические условия, чтобы спортсмены и гости соревнований не просто были защищены от вируса, но получили положительный иммуностимулирующий заряд эмоций. Мы на полуоткрытой площадке проводим специально. Нам удалось сделать таким образом наши татами, что все меры предосторожности мы соблюдаем. И это никак не влияет на заболеваемость. Это мероприятие должно подтверждать, как и многие уже проводимые на празднике в республике мероприятия, что это улучшает самочувствие наших спортсменов за счет хорошего настроения, за счет спортивной подготовки, опять же, и иммунитета, приобретенного в связи с этим. 16 каратистов прибыли из Сочи уже не первый раз. Для российских спортсменов участие в абхазском турнире, скажем прямо, событие небольшое. Их уровень на порядок выше наших каратистов. Но для обкатки новичков, как говорит тренер Светлана Микиная, вполне подходит. Абхазским коллегам она советует почаще соревноваться с россиянами для повышения профессионализма. Чаще к нам приезжайте. Может быть, какие-то совместные сборы, плюс, может быть, какие-то судейские семинары. Для того, чтобы поднимался уровень. Потому что, в принципе, дети у нас везде одинаковые. Да? Просто надо готовить. И чтобы уровень рос, чтобы было интересно. Вот. Но я думаю, что в каких-то категориях уже хороший уровень. Чем старше, тем лучше. Поэтому просто набираться опыта. Для юных сочинских спортсменов участие в любом турнире – праздник. 13-летний Давид Хачатурян говорит, что с абхазскими бойцами не так-то и просто бороться. У них очень хорошо получается ряды ударов. Пожелаю удачи, успехов в спорте и чтобы были здоровыми. В турнире, посвященном 76-летию Великой Победы, принимали участие и совсем юные спортсмены. Кому-то из них нет еще и 5 лет, а они смело выходят на татами и на глазах у публики достойно отрабатывают удары. Некоторым удалось занять свое место на пьедестале. А совсем малыши, хоть и немного расстроенные, но вдохновленные, отправились домой с грамотами участников. Марьяна Котова, Степан Мартиросян, Абаза ТВ.